Высшее руководство государства, почетные гости из России и других стран, представители дружественных вузов, студенты и педагоги отметили 90-летие Абхазского государственного университета. Гостям мероприятия представили документальный фильм об истории становления вуза, перехода от института к университету, роли студенческого движения в национально-освободительном и в Отечественной войне народа Абхазии. В борьбе за свободу и независимость Абхазии погибли 94 сотрудника и студента. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги мои по Абхазскому университету, к сожалению, война затянулась. Близится к концу учебный год, который для нас так и не начинался. Естественно, что судьба университета неразрывно связана с судьбой народа, вынужденного вести освободительную войну. К великому нашему горю среди нас уже нет много студентов, преподавателей, сотрудников. Академик, доктор физико-математических наук Олег Огварамия возглавляет Абхазский государственный университет с 1988 года. Он поблагодарил гостей за то, что они смогли приехать в непростое время и подчеркнул, что судьбу национального вуза невозможно рассматривать в отрыве от судьбы народа Абхазии. И в советское время, и после было очень много трудностей, трагедий, различных потрясений, но наш народ, наш вуз выходили из них с честью. Дорогие коллеги, в современном мире позиция государства определяется не только обширностью территории, численностью населения, военной мощью, но и в не меньшей степени его интеллектуальным развитием, то есть уровнем науки и образования. Задача сохранения языка, культуры, многовековых национальных традиций – это миссия университета как национального вуза. С другой стороны, это центр кристаллизации мировой научной мысли, передовых технологий и их передачи молодому поколению. Президент Аслан Бжания поздравил студентов и педагогов вуза, а также выразил уверенность, что Абхазский государственный университет будет всегда держать высокую планку и идти в ногу со временем, продолжая лучшие традиции и передавая опыт, накопленный за эти годы. Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие преподаватели, студенты, аспиранты, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, 90-летием университета. Роль образования в современном мире крайне высока. У Абхазского государственного университета особая миссия. Это образовательный научный центр нашей страны, центр по подготовке интеллектуального ресурса. АГУ является кузницей кадров для всей республики. У нас прекрасная молодежь. Многие из сегодняшних студентов завтра будут работать на государственной службе. Убежден, целеустремленные и талантливые, вы выйдете из университета высококвалифицированными специалистами. Чем больше сил вы приложите к получению новых знаний, тем интереснее и насыщеннее будет ваша дальнейшая профессиональная жизнь. Глава администрации президента Джансух Нанба зачитал указы главы государства. Звание заслуженного юриста Абхазии присвоено Людмиле Ходжашвили, а заслуженного деятеля науки – Алику Габелия. 28 преподавателей вуза удостоены звания «Заслуженный работник Высшей школы Абхазии». Еще 3 награждены орденом Ахтзапша 3-й степени. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Ахтзапша 3-й степени Бигуа Валерия Левардовича, доктора исторических наук, профессора Абхазского государственного университета, президент Аслан Бжания. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Ахтзапша 3-й степени Сакания Сурама Михайловича, доцента Абхазского государственного университета, искусствоведа, президент Аслан Бжания. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Ахтзапша 3-й степени
Тарба Ивана Дорофеевича, доктора философских наук, профессора Абхазского государственного университета, президент Аслан Бжани. Свои видеопоздравления прислали многочисленные друзья Абхазского государственного университета, общественные и государственные деятели, ученые, писатели, руководители высших учебных заведений России. Среди них один из самых давних и преданных друзей АГУ, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий. Прежде всего хочу обратиться к вам, студентам, аспирантам, преподавателям университета. От всей души поздравляю вас с юбилеем, 90-летием Абхазского государственного университета. История вуза начинается с Сухумского государственно-педагогического института, открытого в 1932 году. Тогда основной задачей была подготовка учителей для школ. В 1979 году институт был преобразован в Абхазский государственный университет. И сейчас ваш университет динамично развивается, примножает свои самобытные традиции в обучении и науке. И в связи с этим я хотел сказать особые, искренние слова благодарности за творческий инновационный подход в научной и педагогической деятельности, открытость и стремление к сотрудничеству университета Олегу Алексеевичу, ректору, почетному профессору Московского университета с 2013 года. Специалист в области современной алгебры уже более 30 лет возглавляет Абхазский университет. И желаю, конечно, ему дальнейших успехов. Когда видеопоздравления подошли к концу, на сцену с подарками стали подниматься желающие поздравить лично. Президент Южного федерального университета Марина Боровская, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба, заместитель ректора Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Андрюшин, ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тедеев, представители Кабардино-Балкарского аграрного университета и Адыгейского государственного университета, министр внутренних дел Вальтер Будба, а также депутат Российской Государственной Думы Константин Затулин. Есть известная формулировка, выражение, когда пушки говорят, музы молчат. Истина эта много раз была опровергнута, и история Абхазского государственного университета, особенно в годы Отечественной войны абхазского народа, свидетельствует о том, что муза Абхазского государственного университета – это муза науки и образования. В это время не молчала. Как бы сложно не было преподавателям и студентам, как бы не приходилось многим из них, вместо того, чтобы учить формулы или читать учебники, в это время с оружием в руках защищать свою родину. Мы сегодня в России в очередной раз в своей истории переживаем трудные испытательные времена. Это называется у нас официально специальной военной операции, хотя я лично считаю, что это Отечественная война. Уже она стала такой после того, как к тем, кто против, присоединился весь западный мир. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом со стихами, песнями и танцами. Надежда Боровикова, Сосветлана Гуха, Абаза ТВ.